Больших автократа, которые вершат бесчинство, стоят вместе. Террористы, спонсоры терроризма. Эта фотография говорит сама за себя. Россия более чем заслуживает звания государства-спонсора терроризма. Что касается последствий этого на практике, они будут, да, санкции будут усилены. На мой взгляд, это послание миру, и оно важно с моральной точки зрения, равно как и любые последствия этого на практике. Россия заслуживает того, чтобы быть в этом небольшом клубе совершающих злодеяний убийц. Россия заслуживает того, чтобы ее объявили страной-спонсором терроризма. Bottom line here, this is a moment in history. Это момент в истории, на который будут смотреть спустя десятилетия, как на имеющий важные последствия. Путин подписал оборонное соглашение с одной из самых отъявленных стран-террористов на планете. Наше сдерживание провалилось. Тот факт, что он настолько дерзко заключил оборонное соглашение с Северной Кореей, одного из самых репрессивных режимов на планете, означает, что наше сдерживание не работает. Почему имеет значение, чтобы мы объявили путинскую Россию страной-спонсором терроризма? Это бы повысило моральный дух украинского народа и сделал бы Россию еще большим изгоем. Если вы волнуетесь, что мы слишком провокационно себя ведем в отношении России, прекратите волноваться. Вы не слишком ее провоцируете. Нам нужно повысить ставки в нашей игре, когда речь идет о России. Последний инструмент, который мы можем использовать, это признание России государством-спонсором терроризма.